Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В понедельник рано утром, около 7 утра, в маленьком словенском городке Пивка раздались выстрелы. Встревоженные соседи обнаружили возле своих многоквартирных домов труп 49-летней женщины и 46-летнего мужчины. Свидетели сообщают, что мужчина и женщина встретились рано утром на парковке перед жилым домом. Мужчина затем вернулся в квартиру, вооружившись пистолетом, и выбежал за женщиной. Скоро после этого раздались выстрелы. Оружие, из которого были произведены выстрелы, найдено на месте преступления. По информации полиции, рассматривается версия убийства с последующим самоубийством. Мотив пока неизвестен. Расследование продолжается. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Но уже сейчас полиция склоняется к тому, что убийство не было запланировано заранее. Мужчина действовал спонтанно. И каким образом такой неуравновешенный человек получил разрешение на хранение оружия, остается загадкой. В Словении наблюдается тревожная тенденция. Почти треть студентов задумывается о том, чтобы заняться сексуальной работой. По данным исследования, все больше молодых людей видят решение финансовых проблем в платформе OnlyFans. Если вы не знали, что такое OnlyFans, это онлайн-сервис, где пользователи предлагают эксклюзивный контент, зачастую откровенного характера, за деньги. OnlyFans стал настолько нормализован, что для многих студентов он выглядит как золотой резерв. Эксперты предупреждают, за быстрым заработком скрываются реальные проблемы: потеря приватности, киберугрозы и возможные психологические проблемы. В маленьком словенском городке Жалец родители получили из школы приглашение на родительское собрание. И все бы ничего, если бы только это приглашение не было написано на албанском языке. Часть родителей была так возмущена, что написали жалобу в Министерство образования. Мы живем в Словении, и государственный язык в Словении словенский. Почему мы получаем из школы письмо на албанском языке? В свое оправдание директор школы сказала, что их школу посещает очень много детей из Албании, и они всего лишь хотели быть вежливыми с их родителями. Свое оправдание она написала на словенском языке. Государство Словении устраивает бесплатные курсы словенского языка для иностранцев, для их быстрой адаптации в Словении. Но, к сожалению, многие иностранцы не хотят или не имеют времени их посещать. Вот мой реальный пример из жизни. Муж моей приятельницы работает инженером на одном из заводов в Словении. И у них простыми рабочими работают боснийцы, которые абсолютно не учат словенского языка. И когда руководство хочет дать им указания, они просто не понимают. А времени и желания на изучение словенского языка у них нет. И что придумало руководство? Они организовали языковые курсы у себя на заводе, но не словенского языка, а сербского, чтобы инженеры и руководители выучили сербский язык для коммуникации со своими рабочими. К сожалению, Словения маленькая страна, и рабочих рук всегда не хватает, и поэтому приходится подстраиваться под реалии. В центре скандала оказался пожилой уличный музыкант, который долгие годы радует туристов своей игрой на гармошке. Он играет традиционную славянскую музыку, и прохожие благодарят его деньгами. Но будьте осторожны, когда решите поблагодарить его монеткой. Если музыкант посчитает благодарность недостаточной, он может эти деньги кинуть в вас, при этом обозвать вас нищебродами и крохоборами. Так что лучше готовьте заранее крупные бумажные банкноты. Полиция нового места задержала 5 подозреваемых, которые в августе намеренно установили 2 рельсовых ограничителя на железнодорожной пути в районе станции Шмихель. Поезд с пассажирами столкнулся с этими препятствиями. И просто чудом никто не пострадал. 3 подозреваемых несовершеннолетние. И по Словенскому уголовному кодексу им грозит всего лишь до 3 лет тюрьмы.
И через 3 года они могут спокойно, с чистой совестью выйти на свободу. Но мотив их по-прежнему остается неясным. Для чего и зачем они это сделали? Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в понедельник? 27 октября в Любляне от +5 до +13 пасмурно. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!